В Мирнинском районе благодаря господдержкам, а также слаженной работе Центра занятости и управления социальной защиты населения, многие жители создали свой собственный бизнес, а также улучшили уровень жизни. За прошлый год заключено 132 социальных контракта с малоимущими семьями, малоимущими одиноко проживающими гражданами. Государственная социальная помощь оказана на сумму более 15 миллионов рублей. В 2023 году 23 жителя Мирнинского района примкнули к рядам предпринимателей. Новые коллеги воспользовались мерой поддержки, все больше становящей популярной среди населения социальным контрактом. По направлению поиск работы заключено 23 социальных контракта на общую сумму 1 миллион 260 тысяч рублей. По направлению осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности заключено также 23 социальных контракта на сумму более 8 миллионов рублей. По следующему направлению, это у нас на развитие личного подсобного хозяйства, заключен один социальный контракт на сумму 350 тысяч рублей. По направлению иные мероприятия на преодоление трудной жизненной ситуации по рекомендуемым социальным пакетам, заключено 55 социальных контрактов на сумму более 5 миллионов рублей. Также в 2023 году Министерством труда и социального развития Республики Саха-Якутия были разработаны дополнительные специальные программы. Следующая программа была специальная для инвалидов трудоспособного возраста, которые прошли профориентационную, профессиональную ориентацию и трудовую реабилитацию. Здесь доход семьи предусматривался не превышающий не величину, а полуторакратную величину прожиточного минимума. В 2024 году, в этом текущем году, также внесены изменения. Будет внедрена специальная программа также для пенсионеров. Пенсионеры могут обратиться за помощью на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и также на развитие личного подсобного хозяйства. Буквально к концу 2023 года данная сумма именно по направлению на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и на развитие личного подсобного хозяйства, размер выплаты был увеличен до 500 тысяч рублей по решению главы Республики Саха-Якутия Александра Сергеевича Николаева. По этой программе для пенсионеров будет рассматриваться доход семьи, не превышающий полуторакратную величину прожиточного минимума. Реализация социальной программы доступна и для инвалидов трудоспособного возраста. Такой контракт заключила рукодельница Татьяна Клопченко. Она открыла торговую точку по продаже вязаных изделий. К контракту социальному я пришла, так сказать, неожиданно, наверное. Просто вяжу я очень давно, вяжу с детских лет. Учила мама, потом сама. По соцконтракту получилось очень интересно. Я стояла на бирже труда, и в очередной раз девочки предложили: а не хотите бизнес свой открыть? Я так удивилась. Зашел разговор по поводу того, что я вяжу. И я так думаю, а как? Мне объяснили все, как это делается. И я подумала и решила, почему бы нет. Почему бы не стартануть, так сказать, дали толчок, наверное, в моей жизни. Мечтала очень давно. И благодаря соцконтракту я смогла приобрести машину, на которой я вяжу. Потому что финансово было очень тяжело ее приобрести, потому что аппаратура очень дорогая, импортная. И, так сказать, сама бы я, наверное, не решилась сделать такое вложение, потому что ращу ребятишек. И все, как обычно, всегда вкладываем в детей. Это благодаря соцконтракту моя мечта исполнилась. Я приобрела оборудование и открыла магазинчик, о котором, наверное, мечтала всю жизнь. Надо отметить, что чаще пользуются социальным контрактом на приобретение оборудования для открытия той или иной мастерской. Например, Александр Михелов закупил швейные машинки для автоателье, который сегодня востребован среди владельцев железных коней алмазной столицы.
Ну, социальный контракт я получил на покупку оборудования, швейные машинки, материалы. А направление данное, ну, просто я уже до этого занимался. Я изначально работал в мебельной мастерской, приобрел себе одну машинку и начал шить у себя в гараже. И как-то постепенно перешел на машины. Потом купил онлайн-курсы в тюнинг-школе и начал заниматься пошивом машин, ну, салонов. Ну и все, потом вот как по соцконтракту закупил оборудование. Все. Мне конкретно очень помог социальный контракт. Прямо. Я до этого работал на одной машинке. А сейчас у меня вон целый парк машинок, материалов много. Работы прям прибавилось очень много. Илья Леонов, так же, как и Александр, открыл мастерскую в гараже. Только здесь изготовление кованых изделий и элементов из металла. Друг мой, он живет в Ленске, и он занимается сельскохозяйственным производством, рассказал мне, что соцзащита помогает приобрести вещи для дела, называется соцконтракт. Ну, я обратился, и защита помогла мне, выделили деньги. Я приобрел станок вот такого плана. И получается, почему я начал этим заниматься? Потому что, раньше всегда занимался металлом, что-то варил, что-то делал, учился, печи какие-то варил, заборы. Вот, и, решил, что надо быть самозанятым и этим делом заниматься. Начал потихоньку заниматься, и вот на сегодняшний день изготавливаю разные изделия. Изделия делаю то, что нужно сегодня людям. В основном я с обычными людьми работаю. Например, такие лавки, это получается лавка, она и как садовая идет, и как офисная лавка. Вазы, получается стулья, табуретки, печи, мангалы, заборы, калитки, разные, все что угодно из металла, все что нужно для дачи, для дома, для квартиры, там подцветочники, все что заказывают, люди делаем. Хотел посоветовать, что если есть желание, нужно обращаться в соцзащиту, писать бизнес-план, строить планы, и нужно желание работать, все получится. Сегодня главная задача новых предпринимателей – увеличить производство, а также трудоустроить других людей, тем самым расширить бизнес и развернуться в полную силу. В Мирнинском районе также сократился уровень безработицы по сравнению с предыдущими годами. Если год назад в базе данных числились 380 безработных граждан, то сегодня это число составляет 308 человек. За прошлый год в Мирнинский филиал Центра занятости населения за содействием в поиске подходящей работы обратилось более 1000 человек. Всего было трудоустроено 560 граждан. На постоянные рабочие места устроились 417 безработных. В настоящее время в базе данных размещено 1488 вакансий на 2427 рабочих мест. Так как градообразующим предприятием нашего района является акционерная компания «Алроса», основная часть вакансий – это вакансии в промышленности. Наиболее востребованными профессиями в компании являются инженеры, геологи, водители 5 и 6 разрядов, слесаря, электромонтеры, электросварщики. Также требуются педагоги, врачи и охранники. Все заявленные работодателями вакансии можно посмотреть на единой цифровой платформе «Работа в России». Также через Центр занятости можно пройти бесплатные курсы профессионального обучения. За 2023 год обучение прошли 142 безработных граждан. Из них на сегодня трудоустроено 80 человек. Обучение прошли по следующим профессиям: контролер по драгоценной продукции, машинисты насосных установок, машинист конвейера, машинист буровых установок, электромонтер, кассир, кладовщик, повар, оператор пульта управления, слесарь аварийно-восстановительных работ. Также обучили на охранников, на бухгалтеров 11, делопроизводителей, секретарей и дизайнеров. Новую профессию или повысить квалификацию можно получить
по федеральному проекту содействия занятости национального проекта «Демография». По данному направлению прошли обучение 69 граждан. Перечень образовательных программ обширный, и граждане, желающие пройти обучение, на портале «Работа в России» могут выбрать подходящую себе профессию. В летний период по программе временного трудоустройства ежегодно охвачиваются и несовершеннолетние граждане. Только за прошлое лето было охвачено 805 детей. Также Центром занятости оказывается финансовая поддержка для открытия собственного дела. Поддержку получили 18 начинающих предпринимателей, в том числе и модельер Лев Колесов. Государство через Центр занятости оказывает такую вот поддержку для людей, которые по тем или иным причинам остались без работы или хотят открыть свое дело. Вот оказывает такую поддержку материальную. Я составил бизнес-план подробный на 3 года и, собственно, подал заявление. Мне в течение 10 рабочих дней сразу утвердили. И, собственно, вот я благодаря этой поддержке, этой программе, получил денежные средства на приобретение оборудования и материалов. Я закупил швейное оборудование и, то есть, частично сами материалы. То есть у меня бизнес, связанный с разработкой и изготовлением женской одежды, поэтому, собственно, ткани и фурнитура тоже за счет этой программы я приобрел. И вот уже полгода, там тоже поэтапно, то есть вначале приобретение, потом разработка и лекал, и всего остального, то есть для работы. Потом я арендовал помещение, и, собственно, вот с октября, сентябрь-октябрь я начал уже саму реализацию этой программы. Все эти и другие успешные кейсы показывают, что многие начинающие предприниматели могут стать получателями государственной социальной помощи и изменить свою жизнь к лучшему. А устроиться на работу мечты, иметь возможность работать удаленно или открывать свое дело – все это совсем рядом для каждого гражданина Российской Федерации.